В Орской области самый высокий показатель использования детского труда. Об этом сообщила председатель общественного фонда «Центр развития и защиты уязвимых групп населения» Зейна Пешмуратова. Почти 67% выявленных детей работают в тяжелых условиях. Их эксплуатируют на кирпичных заводах, в каменных карьерах, на рынках и складах, а также в шахтах по добыче угля. Необходимо создать межведомственную комиссию по выявлению и контролю ситуации, отметили эксперты. В 2017 году в городе Ош были выявлены 102 семьи, в которых работают дети. Из них в 35 случаях условия были признаны тяжелыми. В основном в городе Ош дети задействованы в семейном бизнесе или в мини-производстве. Это базары, магазины, пекарни, чайхана. Не исключением являются и дети мигрантов. Они в основном торгуют на рынках, так как их родители проживают в городе в съемных квартирах. Все эти семьи взяты на учет. Мы стараемся их поддержать, помогаем восстановить документы и получить пособие и пенсии. По данным Госэкотехинспекции, за 2017 год в Кыргызстане было выявлено 163 работающих ребенка, а в 2016 году их было 150. Но информация официальная. На самом деле их больше, сетуют эксперты. Так дети работают на производстве, поднимают тяжести, попрошайничают, задействованы в строительстве объектов, в швейных цехах, торгуют на рынках. И это несмотря на то, что со стороны государственных органов и Международной организации труда ведется активная работа по искоренению фактов эксплуатации детского труда. В 2025 году наихудшие условия труда искоренить полностью, так думаю. Вот поэтому труд детей можно. Наша цель именно опасных труда не должны работать. И наихудшие условия труда. Вот мы должны определить сейчас, какой труд, наихудшие условия труда. Вот поэтому сегодня я всех инспекторов собрал, чтобы они вот этот риск должны определять и вовремя искоренить надо. Для улучшения ситуации в Кыргызстане Международная организация труда рекомендует усилить профилактическую работу среди родителей, повысить потенциал госструктур, усилить межведомственное взаимодействие и принять решительные трехсторонние меры по ликвидации опасных видов детского труда. Между тем, как отметили участники заседания, несмотря на наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей действия по выявлению и предотвращению детского труда, существуют некоторые ограничения, которые не позволяют принимать согласованные меры для эффективных действий в этом направлении. Детский труд есть. В основном дети работают в карьерах, где добывают сырье, грузчиками на кирпичных заводах. Контроль условий труда входит в компетентность Госэкотехинспекции. Это они должны определять, какие условия труда являются тяжелыми, и принимать меры, чтобы искоренять эти факты. До этого Госэкотехинспекция и Министерство соцразвития не проводили совместную работу. Теперь в рамках проекта мы рассматриваем вариант создания инструмента межведомственного механизма сотрудничества. Этот шаг, надеюсь, поможет искоренить проблемы по ситуации с детским трудом. В итоге Международная организация труда призвала партнеров Кыргызстана принять меры для того, чтобы искоренить принудительный труд и покончить с современным рабством, чтобы запретить наихудшие и неприемлемые формы детского труда. Отметили эксперты, важно повысить информированность о проблеме, донести до широкой аудитории основные права работающих детей и вовлечь самих детей и местное сообщество в процесс по искоренению детского труда. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.